сообщения о совершении им действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, что является основанием для прекращения их российского гражданства. В отношении гражданина Республики Абхазия Куджба, не обладающего российским гражданством, было вынесено решение о депортации с территории Российской Федерации, а также решение о запрете въезда на ее территорию в течение 10 лет. Аналогичное решение было вынесено в отношении другого гражданина Республики Абхазия Ашуба, проживающего в Турции. В отношении гражданина Республики Абхазии Нала Хашик, который обладает российским гражданством, Минюстом России было принято решение о включении его в реестр иностранных агентов. Несмотря на то, что данные события имели место уже в 2025 году, а повестка сегодняшнего заседания сессии посвящена ежегодному докладу о деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2024 год, я все же не могу не обратить внимание на данные факты. Граждане Республики Абхазия, о которых идет речь, известны абхазскому обществу. По этой причине нет необходимости напоминать их биографии, говорить о деятельности и достижениях. При этом следует отметить, что один из них, Куджба, в результате принятых в отношении него мер, был лишен возможности перемещения. Он фактически не может выехать с территории Республики Абхазия. Безусловно, мы не можем вмешиваться в деятельность российских государственных органов, однако это не означает, что абхазские органы власти должны хранить молчание и абстрагироваться от ситуации. Хотелось бы также напомнить о ряде заявлений и обращений Следственного комитета Российской Федерации, в которых говорится о процессуальных проверках и возбуждении уголовного дела, в том числе и по статье «Терроризм», в связи с нарушениями прав граждан России по национальным мотивам в Абхазии, которые также обладают гражданством Республики Абхазия. Данный факт также остался без должного реагирования со стороны органов власти Абхазии. Считаем неприемлемым молчание государственных органов и должностных лиц Республики Абхазия, которые не комментируют в публичном пространстве указанные решения российских органов власти. В этой связи я хочу обратиться к Министерству иностранных дел, Министерству юстиции, Генеральной прокуратуре, Президенту Республики Абхазия с просьбой проинформировать абхазское общество о принятых и о планируемых действиях в связи с решениями, которые были приняты государственными органами России в отношении наших граждан. Абхазское государство не может уклониться или самоустраниться от обязанности защищать своих граждан и тем более не предпринимать действия для выяснения сложившихся обстоятельств. Считаю, что реакция государственных органов и должностных лиц Республики Абхазия на текущую ситуацию обозначит состоятельность нашего государства, в связи с чем призываю их к скорейшему публичному ответу. При этом хочу еще раз подчеркнуть, в Абхазии никогда не было, нет и быть не может антироссийских настроений. Также о ситуации, которая сложилась вокруг детской республиканской больницы. К большому сожалению, в декабре 2024 года с пациентом республиканской детской больницы произошел случай с летальным исходом, вследствие чего прокуратурой была назначена процессуальная проверка в отношении лечащего врача и заведующего отделением. На сегодняшний день проверка все еще ведется. Уголовное дело в отношении вышеупомянутых лиц не возбуждено. Несмотря на это, врачи систематически подвергаются преждевременной критике и угрозам в социальных сетях. Родственники потерпевших препятствуют работе врачей в детской больнице в штатном режиме, что сказывается на других пациентах, нуждающихся в лечении. Просим общественность воздержаться от поспешных выводов и действий до оглашения официальных результатов проверки компетентными органами. Хотелось бы также выразить глубокие соболезнования семье в связи с невосполнимой утратой и найти в себе силы пережить это горе.